Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня я с вами, ваш преподаватель Бакирова Назгуля Санкановна. Мы продолжаем тему жакет. Сегодня у нас уже третья часть. На сегодняшнем уроке мы пройдем раскладку и раскрой деталей жакета, а также подготовим ее к примерке. Далее мы размоделируем воротник и примерим его также на фигуре. Для этого нам необходима будет ткань, основная ткань, длина которой 2 длины жакета плюс 10 сантиметров, при ширине ткани 145-150 сантиметров, подкладочная ткань 2 длины жакета, прокладочная ткань также может быть 2 длины жакета плюс 10 сантиметров, если вы будете кроить, дублировать все детали, или же чуть меньше, если вы будете дублировать только основные части жакета, полочку и где нам нужно укрепить в области проймы и по низу изделия. На сегодняшнем нашем уроке также мы будем консультироваться у Ирины Пауш. Не могу сейчас перед камерой разложить, чтобы все абсолютно разложить ткань. Тут нога мешает, поэтому тихонечко буду показывать. Долевая нить. Центр переда, долевая нить, край борта, долевая нить. Долевая, значит, параллельно кромке. Три сантиметра сейчас будем прибавлять на подгибку. Вот таким образом, как у меня сейчас, выглядит передняя часть, полочка классического жакета женского. Всегда. А дальше вы уже будете его видоизменять под свое настроение. Длиннее, короче, шире воротник, другой формы воротник. С бачками, без бачков, с рельефами. Скругленный здесь, не скругленный здесь. Как здесь скруглить, я вам покажу. 3 сантиметра прибавила на подгибку. Очень подробно сейчас вам расскажу при раскрое, на что обращать внимание. Полочка. Сейчас приколем вот тут спинку. Вот наша спиночка, 3 сантиметра на подгибку низа, 3 сантиметра на подгибку низа. Сейчас вырежем эти две детали, у нас останется бачок и рукава. Неудобно мне сразу вырезать, поэтому будем по очереди. Все, что касательно горловины и ростка. Швы 0,5-0,7. Плечевой сантиметр. Сантиметр, если проверенная выкройка. Если выкройка не проверенная, вообще не зашить жакета. 0,7. Сантиметр. Линия талии. Вот тут у нас как бы нету прибавки на швы, но по лацкану я все-таки прибавляю немножко, потому что как бы, ну, не хочу, чтобы у меня совсем был он маленький, этот воротничок, уж совсем. Если это расстояние представляло себе готовый воротник, то еще ж нужно на шов. Миллиметров 7 прибавляю. И к первой пуговице ухожу, уже прямо режу вдоль бумаги, потому что мы здесь прибавили 3 сантиметра. Длина. Боковой сантиметр. Обратите внимание вот на эти две линии, вход в карман, вот здесь вот. Здесь ничего не надо прибавлять, резать прямо по бумаге. И здесь ничего не надо прибавлять, резать прямо по бумаге. Когда мы с вами начнем сметывать, вы поймете, в чем здесь дело. Если вы из лучших побуждений что-то тут попытаетесь составлять, вы потом замучаетесь.
На выточке оставляем, ну, примерно сантиметр. Никогда не вырезайте до конца это место. Никогда. Вот так вот немножко взяли, оставляем вершинку и также идем. Сейчас объясню, почему. Сколько раз такое было в моей жизни? Одели жакет, а хочется опустить выточку чуть-чуть. А тут нет у нас куда опускать. Тут вот так вот раз, все и вырезано. Поэтому вот эта линия сошьется с этой, соберется. А эта часть дает нам не такую пустую грудь. Мы там немножечко еще больше потом вырежем. Но на всяком случае для страховки вы никогда не режете вот сюда до конца. Всегда тут, ну, не обязательно столько, сколько-то оставляете. А эта часть собирается на примерку у нас вот так через край ниточкой, вот так вот в стык. Здесь и здесь ничего не надо прибавлять. Будьте внимательны. Центр переда. Не забываем, переносим центр переда. Сейчас я вырезаю спиночку, и мы работаем дальше. Спинки сантиметра полтора на всякий случай. Давайте оставим. Полочка, спинка. Убираем. Нам осталось вырезать подкройной бочок, верхний и нижний рукав. Вот так вот. Рукава всегда складывайте на бумаге лучше всего, если позволяет вам ткань. Вот долевая нить, я не отметила. От центра вниз долевая нить. Вот долевая нить на рукаве. Никогда ее не теряйте. Верхняя и нижняя половинка двухшовного рукава, подкройной бочок. И посмотрите, у нас еще осталась ткань на подборд и на воротник вполне хорошо. Поэтому 1,5 метра мне совсем очень хорошо даже хватило. В рукавах тоже я даю 3 сантиметра на подгибку. Все вот эти огромные подгибки, конечно, надо оставить в прошлой жизни. Вот от этой точки вверх, ну, неважно, 12, 13, кто там сколько привык, я оставляю 13 сантиметров на шлицу. И шлица у меня будет шириной 4 сантиметра. Хорошо, когда базовая под рукой, а лучше, когда и базовая, и двухшовная. Здесь тоже 4 сантиметра. 4 сантиметра. Это на шлицу прибавка. И 12 сантиметров. Сколько мы тут брали? 13. Вот, сейчас начну резать. Конечно, сантиметры я не буду рисовать. Ну, немножечко. Чуть-чуть, ну, увеличу высоту головки, немножечко, капельку, совсем миллиметрики, просто миллиметрики. Я рисую для того, чтобы вы знали, что такое возможно. Я делаю это для того, чтобы хватало высоты, а могла и не делать. Очень хочу до всех донести. Опаньки. Вот эту вот точку на спинке, ну, немножко так повыше выведите, она вам пригодится. Вдруг там не будет хватать. Потом лучше ее срежете. Несколько миллиметров. Вы видите, у нас готовы все детали, раскроены все детали. Это перед, подкройной бочок, спинка, верхняя часть рукава, нижняя часть рукава.
Теперь нам необходимо подготовить деталь к примерке, но перед этим нужно продублировать, а перед дублированием нужно нанести отметки и контрольные надсечки. Давайте обратимся далее к видео. Рассмотрим, какие отметочки мы нанесли перед дублированием. Я уже вырезала клеевой материал, сейчас Алексей вам все покажет. И отдам уже на проклеивание туда, на большой стол, мы это снимать не будем. А потом проклеенный уже жакет мы сметаем, соберем. Я на себя одену, проверю и смоделируем воротничок. Смотрим на стол, будем внимательны. Посмотрите, прежде чем дублировать клеевым материалом, вот я его вырезала, смотрите, да? Прежде чем дублировать, я нанесла вершину выточки, видите, ниточкой. И с другой стороны также ниточкой нанесла это место, потому что такое мел? Он во время дублирования и пропаривания потеряется. Вершина выточки отмечена, она у нас не потеряется. Первая пуговичка вот отмечена ниточкой, видите, все ниточки без узелочков. Для того, чтобы потом, когда мы приклеим клеевую, чтобы нам не было проблемы эти узлы вытаскивать. Первая пуговица отмечена, линия перегиба лацкана отмечена и центр переда. На полочке больше ничего не нужно отмечать, можно отдавать дублировать. Здесь никаких знаков нету. Но у кого ткань очень уже рыхлая и вы боитесь этих надсечек, ну вот так ниточкой по пару стежков со всех сторон прошивайте линию талии, обозначайте, чтобы потом вам совмещать. Потому что если ткань рыхлая, трудно работать с надсечками. Спиночка. На спиночке вот с одной стороны перенесли выточку и потом уже перенесем и на другую сторону, когда проклеится. На рукавах отметили пока только вот начало шлиц. Как бы у нас локтевой уходит, и вот начало шлиц обязательно здесь нужен прокладочный шов. И потом он же будет нужен по подгибке. Но это мы будем делать после примерки. Сейчас показала вам. Уже мы с вами прошли, как моделировать, как кроить, как вырезать клеевую точно по. Клеевая, видите, какая? Не толстая. И такая вот она, главное, чтобы вдоль не тянулась совсем. Потому что если хоть сколько-нибудь клеевая вдоль тянется и поперек, а мы делаем пиджак, он у нас будет весь деформированный. Это невозможно. Клеевая совершенно не тянется вдоль. Все, отдаем сейчас клеить. И потом будем работать дальше. Сметаем, померяем на меня и смоделируем воротничок. Так, видите, у нас все продублированы, все детали, все на контрольные надсечки наведены. Теперь мы должны сметать все детали. Вначале нужно сметать талиевую выточку, делать закрепку в начале и в конце. Потом сметать вход-карман, потом сметать детали спинки, бочка, рукавов и примерить. А после примерки мы уже будем моделировать воротник. Вот вершина выточки, она у меня отмечена ниточкой. Вот она, вот конец моей иголочки, вот наша выточка. И я сейчас покажу, как сметывать нужно вот этот весь момент. Вершина выточки. Я уже по Наташиному методу. Вот вершина выточки. Вот видите, здесь мы не прибавляли на шов, поэтому здесь у нас не пытайтесь. Вот они просто должны подойти друг к другу. Здесь ничего не надо внахлёст делать. Вот подошли к разрезу и все. И вот наша выточечка. Отлично. Сейчас я сметаю. Сейчас уже у нас сметан за камерой центр спины, бочки и все остальное там прочее. Сейчас весь жакет будет сметан. И я сейчас вам покажу, как сметывать вот этот вход в карман. Сметали нашу выточку. Смотрите, что мы получили. Вот мы получили вот вход в карман, который вот просто вот так вот линии подходят друг к другу, без нахлеста. Мы так и должны сметать его. Практически это вход в карман, уже который как бы у нас прорезанный. Вот наш сметанный жакетик, он просто пока еще сметанный. Сейчас я его надену на себя.
Я, конечно, вот немножко переживаю за эту точку, когда я его одену на себя, и, может быть, вот тут мы немножко опустим, то есть, ну, чтобы немножко ниже у нас был воротничок. То есть для этого существует примерка, чтобы внести коррективы. Поэтому я не стала воротник заготавливать заранее. А сейчас я одену на себя, покажу, как это есть, потом сниму и приступлю к заготовке воротника. Мне пришлось снять рубашку, что-то тут поискать себе одеть, потому что в рубашке воротник и в рубашечный рукав как бы не дал бы мне померить. Поэтому немножко вот тут вот мне не сходится, потому что здесь, ну, сильно радиоустройство прям сильно оттопыривает. А так вот я хотела очень маленький воротничочек. Вот такой вот маленький-маленький, такой небольшой. Тут еще 0,5 уйдет на шов. И абсолютно очень маленький верхний воротник. Но вот сейчас я вижу, что я не буду эту точку опускать. Мне вот так нравится, как сейчас есть. Абсолютно для очень маленького воротничка все хорошо. Я хочу рассказать о посадке. Мы ничего не делали за камерой. Вот как мы скроили его, как смоделировали, сметали. И вот одели на меня. А посадку, построение выточки. Вот этот вход в карман вы видите, да? Подкройной бачок как лежит, видите, да? Ну, конечно, там спина оттопыривается, на это не смотрим. Посмотрите, как идеально все легло. Показываем ту модель, еще раз повторяю, с которой вы обязательно должны быть знакомы. И вот подгибка еще будет 3 сантиметрика. И будет очень такой хорошенький, такой вот под все жакетик. Напоминаю, вот это место у нас, это вход в карман. Вот оно, видите, как высоко даже получилось. Ну ничего на самом деле, может быть ткань. Вот отсюда, с передней части, мы начнем моделировать наш воротничок. Но сначала нам нужно замерить росток, заднюю часть замерить без шва и записать. Вот сантиметр от края мы начали мерить. 9,5 сантиметров, 9,5 сантиметров, даже 10 я беру. 10. Я замерила, пишу 10. У нас очень маленький здесь воротничок. Маленький, маленький, малюсенький, не широкие лацканы. Поэтому, ну, я вот так вот ставлю раскеп. То есть вот с этого момента у нас начнется воротник. Поняли мое движение? Вот от этой точки, а вы будете ставить, какую вы хотите себе точку. Вот от этой точки, вот. Вот. Ясно, что у нас воротник пойдет сюда. И от этой точки еще плюс 10. Я сейчас видоизменю эту линию. Пока я ее вот так вот рисую. Вот это расстояние у нас 10. Это то, что мы замерили заднюю горловинку. А вот с этим расстоянием мы работаем. Смотрите, что такое раскеп? Раскеп – это вот этот вот выемка вот это вот в воротнике. Когда мы соединим воротник, вот в этой точке он у нас соединится. Вот это вот величина раскепа. Теперь смотрите, для того, чтобы наш воротник хорошо лег, вот эту точку мы от 1 до 1,5 сантиметра спускаем. Снимаем вот сюда вот. И через нее строим нашу новую линию нашего воротника. Ну, сантиметра на 2 вот тут мы сделали склон. Вот тут на 1 сантиметр. Если взять нашу ровную вот эту линию ровную, от нее, видите, мы немножечко ушли. И строим наш прямой угол. Здесь прямой угол. Здесь у нас ширина воротника сантиметров 6 сзади. Ну, такого маленького воротника, как мы сейчас строим. Точка раскепа. И пошел наш сам воротничок. Потом мы еще вот тут его немножечко... Центр спины. Вот эта часть воротника будет сшиваться, вот наружная сторона. С наружной стороны вот так вот надрезаем чуть-чуть не до конца. 2-3 разреза. И приоткрываем буквально миллиметра на 3 каждый. Сильно нельзя это приоткрывать, но чтобы вот лучшая была облегаемость. И вот наш готовый воротничок уже готов. Можно начинать приступать кроить. Вот сгиб нашего воротничка. Вот какой у нас славный воротничок получился. Запомните, нет, совсем нет. Ткань в 2 слоя у меня сложена. Вот смотрите, мой центр вот тут, вот центр спины, это долевая всегда нить. И сейчас я его выкраю. Выкраю, приметаю к своему жакетику и покажу вам.
Не пугайтесь, один раз у вас не получится, два не получится, на третий раз точно получится. И не надо сразу из ткани кроить, будете вы кроить из пробной ткани. Не пугайтесь. Будете повторять за мной в тех же действиях, у вас получится. Придется пересмотреть несколько раз, как мы вообще это место построили в жакете. Так, смотрим. Отметили центр спины, чтобы у нас была отметка. Снимаем нашу выкроечку. Наш воротничок готов. Когда мы сами себе начальники, и независимо от каких выкроек, мы можем делать любой угол, любую форму, любым способом вшивать. У нас возможности неограниченные. А когда мы зависим от наших всех там выкроечек, которые нам надо где-то взять, это очень сложно. Пока он не продублирован ничего, но сейчас я его вметываю, вам показываю. Вот наш жакет, вот наш воротник. Смотрите, вот это центр спины, с центром спины мы скалываем. Но я, например, всегда сметываю так, чтобы у меня шов был под воротником. Я ненавижу, когда сметываю так, чтобы у нас шов на лице и непонятно, как лежит воротник. Центр спины сколола с центром спины. 0,5, смотрите сюда внимательно, вот мои ножницы, конец моих ножниц. 0,5 в уголочке надсечка. Миллиметровая вот такая вот надсечечка. Теперь на обоих сторонах у нас есть вот эта отметка. Это у нас угол надсечка, а это отметка точка раскепа. Смотрите. Вот этот уголочек у нас должен попасть вот в эту точку. Ну, когда там будут сшивать, там уже все будут по миллиметру сверять. А сейчас пока я просто вметываю на примерку. Видите, мы вот тут надсекли сам жакет в уголочке и вот так вот раскрываем для того, чтобы нам сейчас покажу. Ничего тут не тянуло. Смотрите, как точно все совпадает. Вот наш воротничок, видите? Отлично. Вот смотрите, как выглядит наш воротничок. А сейчас я одену на себя. Сколько мы шьем жакетов и пальто? У меня ни одной выкройки воротника нету вообще. У нас в ателье они не существуют. Дорогие мои студенты, вы сегодня просмотрели третью часть темы жакет. Вы просмотрели, как нужно выполнять раскрой ткани, как готовить ее к сметке, как готовить сметывать для примерки, выполнить правильное выполнение примерки изделия и выполнение моделирования примерку воротника для уточнения ее формы и размера. Я хочу, чтобы вы это все то же самое проделали дома и отправили мне фото или видео отчеты по проделанной работе. Хочу сказать, чтобы вы не торопились и все делали качественно и красиво. Для того, чтобы закрепить свои знания, вам необходимо будет ответить на следующие вопросы. Что такое жакет? Какие виды жакета вы знаете? Что такое техническое описание модели? В каком порядке нужно проводить описание модели? Что необходимо для моделирования жакета? Из каких основных деталей может состоять жакет? Сколько метров ткани необходимо для пошива одного жакета? Что такое долевая нить в деталях? Для чего она нужна? И как нужно располагать детали на ткани при раскрое? И что такое примерка и для чего она нужна? И сколько видов примерок существует? Вам все это нужно будет рассмотреть. Для того, чтобы вам хорошенько подготовиться, вы можете в интернете найти специальную литературу, которая показана на следующем слайде. На этом все, мои дорогие. Урок закончился. И я бы хотела его
чтобы вы сами себя оценили, насколько вы поняли данный урок. До скорых встреч, мойте чаще руки и будьте здоровы, мои дорогие.